людей. Вот меня всегда поражает, вот какой бы фильм не был, всегда найдутся люди, которые не видят. Хотя это фильм 94 года, а сейчас какой? 30 лет. Ну, как 30 лет, Форест Гамп 30 лет. Вот, поэтому, ну, наверное, у людей были разные обстоятельства, но не было возможности посмотреть. Кто-то жил в лесу, может быть. Кто-то там дал обет монашества, был членом ордена, какой жил в пустыне, в пещере, может быть. А человек смотрел картину Форест Гамп. Для кого-то эта картина... Вы знаете, есть такие фильмы, они как индикатор. Вот задашь вопрос человеку, вот ты видел Фореста Гампа? Что ты о нем думаешь? И по ответу уже можно судить примерно о психотипе человека. Кто-то скажет, да, я видел про одного дебила, которого по жизни везло. А кто-то там целый, да, ты начнем захлебываться. Что я там весь изрыдался, там 2 платка поменял. Вот. И это такие эпохальные картины. Я, в общем-то, ровно отношусь к этой картине, потому что, ну, в силу профессии я вижу, как это все сделано. А для нормального человека это вот такая эпохальная картина, по которой судят о времени, о людях, о том, чем жила Земля, какие были люди в это время. Вот, допустим, кто-то, может быть, не видел Чаплина. Ты видел Чаплина? Не видел Чаплина. Я уже лихорадку не видел. Лихорадка — это тоже картина такая эпохальная. Это как Сергей Эйзенштейн. Броненосец потом.